В рамках второго основного этапа состоялось заседание выездного проектного офиса по реализации мероприятий для участия Республики Башкортостан в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Принцип реальной поддержки бизнеса в рамках деятельности проектного офиса заключается в пособничестве максимально эффективному взаимодействию всех участников бизнес-процесса. Контактную базу сегодня составляют представители полного списка профильных ведомств и министерств. Также в активный диалог с потребителем включается и представители основных ресурсоснабжающих организаций. Для компаний, которые производят работы по техприсоединению, это огромная благодарность руководству республики за то, что она издала 2 нормативно-правовых акта очень серьезных, которые оптимизировали процедуры и по количеству, и по срокам. Это поправки в 21-ю статью о регулированной градостроительной деятельности, которые разрешили нам при строительстве газопроводов, при техприсоединении, не оформлять разрешение на строительство. Это кардинально улучшило ситуацию по количеству мероприятий, упростило, ну и сроки, соответственно. И второе мероприятие, которое оптимизировало, второй документ, это 637 постановление, которое разрешило нам оформлять землю без отвода земли, без сервитута. Вот эта оптимизация как бы такая внешняя для нас, а внутренняя это единое окно, это тот процесс, который мы запустили в компании, где клиент, приходя в офис, получает все услуги в одном месте в минимальные сроки. Актуальные вопросы, поднимаемые спикерами на прошедшем заседании, касались условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках выступления представителей банковской системы, о деятельности Центра поддержки предпринимательства Республики Башкортостан, об условиях предоставления поддержки региональной лизинговой компании, а также возможностях сопровождения инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан по принципу одного окна. Мы консультируем, рассказываем о инвестиционных возможностях Республики Башкортостан, представляем интересы в органах исполнительной власти инвестора, подбираем площадку, ищем партнеров и источники финансирования. В общем, полный круг. Все, что нужно для инвестора, мы стараемся помогать в части ускорения и уменьшать затраты. Последним, согласно установленной программе рабочих мероприятий, стало заседание антикризисной комиссии, в частности, пересмотр плана устойчивого развития с представителями глав ведомства администрации Сибая. Подводя итог поездки, Сергей Новиков подчеркнул высокую эффективность проведения мероприятий данного формата для представителей частного предпринимательства и экономического климата в регионе в целом. Мы выслушали обратную связь со стороны предпринимателей, тоже назывались отдельные вопросы, договорились, что будем продолжать работать, снимать эти вопросы. Какие-то, в общем-то, будем системно вносить предложения по изменению ситуации, где-то будем точечно. Но, в общем-то, на самом деле сегодня происходила та работа, которую мы ведем регулярно и на постоянной основе с нашим проектным офисом по улучшению бизнес-климата. И вот сейчас у нас закончилось уже совещание, так называемое, мы его называем антикризисное, но, в общем-то, сегодня я считаю, что это даже сколько не антикризисное мероприятие мы с администрацией провели, а именно мы рассматривали вопросы опережающего развития. Как нам сделать сегодня, чтобы экономика города развивалась более высокими темпами, росли инвестиции, развивалось промышленное производство, были достойными показатели социальной сферы. Вот как это сделать, как раз вот сегодня мы намечали планы и обсуждали с нашими добрыми коллегами из администрации городского округа города Сибай. Ринат Музафаров, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.